Вы слухаеце трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Літаратурная старонка». Мір вам, паважаныя слухачы! Разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Сёння мы з вамі зноў звернемся да кнігі Мікалая Ваднеўскага «Учора і сёння. Жыццё, як яно ёсць». А тэма нашай размовы мае назву «Гнеў і літасць». Гэта ўласны прыклад з дзяцінства аўтара. Мікалай быццам перагортвае старонкі мінулага і шукае ў ім урокі для сучаснага. Жывая гісторыя заўсёды натхняе. Наша памяць захоўвае шмат карысных гісторыяў. Спадзяемся, што менавіта такім чынам спрацуе і гэта. Напэўна, кагосьці яна перанясе ў вясковае дзяцінства, а кагосьці прымусіць прыгадаць і свае прамашкі. Між тым, нашы ўзаемаадносіны з людзьмі – гэта нагода падумаць і пра свае адносіны з Богам. Запрашаем у падарожжа. Весеннее солнце радостно поднималось над деревней, рассеивая утренний луговой туман. Настырно орали петухи, перекрикивая друг друга. С огородов тянуло утренней свежестью. Отец готовил повозку к завтрашней поездке на ярмарку, смазывал дегтем колеса, до сей поры люблю этот запах, подкручивал гайки. В деревне не было повозки лучше, чем у отца, и он гордился ею. В ту пору лошаденка у нас была шустрая, молодая. Она не раз сбрасывала меня на крутых поворотах, когда мы, мальчишки, гнали лошадей на пастбище или на водопой. «А ну, давай в перегонки!» И начиналось галопирование. Это было в последний год перед началом коллективизации. «Слушай, сынок», — сказал отец, — «сегодня весь день ты будешь пасти нашу бурку возле огородов, на свежей траве. Да смотри, чтобы она не забралась на чужие огороды. Не то не миновать беды». «Ладно, папа, я не маленький, знаю». А за пазухой у меня уже была книга о Робинзоне Крузо. Я выпросил ее почитать в соседней деревне у сына школьного учителя. Мне не терпелось встретиться на пастбище с друзьями, похвастать новой книгой, да еще с картинками, и почитать им о жизни человека, выброшенного на безлюдный остров. Читал я страницу за страницей запоем. Друзья слушали меня внимательно, потирая руки. Полуденное солнце парило землю, жалили оводы. Наша бурка давно отбилась от стада и терлась возле прясел, где трава была гуще и сочнее. Говорят, что счастливые часов не наблюдают. Так было и со мной. Не знаю, сколько прошло времени, как вдруг услышал крики людей, бегущих к огородам. Я вскочил и увидел бурку на огородах. Она поглощала молодые всходы огурцов, капусты и моркови, не обращая внимания на крики бегущих, среди которых я увидел и отца. Я не знал, что делать. То ли бежать к бурке, а это значило попасть под горячую руку разгневанного отца, то ли скрыться в ближайших кустах до наступления ночи. И я выбрал второе. Я забрался на ольху и наблюдал сквозь густые ветви, как суетились на огородах люди, как спорили, размахивали руками, приставали к отцу, видимо, с угрозами. Вскоре шум на огородах улегся. Отец увел корову, люди разошлись, но я, разгневанный на книгу, которая навлекла на меня беду, оставался в кустах до наступления ночи. Мать встретила меня со слезами. «Иди, сынок, к отцу. Наделал ты беды, теперь проси у отца прощения». Я плакал навзрыд, когда узнал, что потравы на огороде соседи насчитали на 15 рублей. Месячное жалование отца, лесного сторожа, было 16 рублей. Я считал свою вину настолько великой, что в прощение отца не верил и приготовился к наказанию. Так оно и было. А отец услыхал наш разговор, вышел из-за перегородки. Я не успел сказать ни единого слова, как он взмахнул ремнем, и я почувствовал ожог на мягком месте ниже поясницы. «Папочка, прости, больше не буду».
Я упал на колени, ожидая второго удара ремнем. Рука отца уже была занесена, но удара не последовало. Отец опустил руку и, не сказав ни слова, ушел на свою лежанку. «Иди спать, сынок. Дешево отделался», — сказала мать и слегка дернула меня за витры. А утром рано я услышал голос отца: «Ксения, буди малого». Отец не назвал меня по имени, но в интонации его голоса мне послышалась мягкая нота, и я понял, что гроза миновала. Да, отец наказал меня, но не больно. То, что я упал перед ним на колени и дрожащим голосом попросил о прощении, сменило его гнев на милость. И доказательством его прощения была сказка Пушкина о попе и его работнике Балде, которую он купил мне на ярмарке. Сегодня, более полстолетия спустя, я думаю, если земной отец может сменить гнев на милость, когда провинившийся сын просит прощения, то тем более Отец Небесный. Он прощает нас, когда мы приходим к Нему с повинной, а не бежим от Него. И гарантией являются слова Господа: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Мяне вельмі натхняюць добрыя дзеі людзей. Калі я бачу іх альбо чую пра іх, узрушваецца розум. Не прыгажосць ратуе свет, а служэнне на карысць іншым. Аднак яшчэ больш мяне ўражвае літасць Господа. Ягоныя дзеі закранаюць сэрца. Асабліва, калі гэта мае дачыненне да цябе. Асцярожны крок да яго ператвараецца ў сумеснае падарожжа, а ціхае «даруй» у фонтан радасці. Господ прымае далёкага і блізкага. За ягоным сталом ёсць месца для кожнага. Давайце будзем сядзець на сваім месцы, кожны дзень атрымліваць асалоду ад абшчэння з Господам і заставацца надзейнымі праваднікамі іншых да Бога. Оставив дом, забыв отца, ушел далеко, ушел в края, где счастья нет, где одиноко. За каплю счастья променял свою свободу, заблудшим сыном стал влачить ты годы. Вернись домой, уж близко к ночи. Вернись домой, вернись домой, вернись до ночи. Вернись домой, тебя там ждут и не забыли. Вернись, вернись, вернись домой, сын мой. Ты в жалких рубищах своих обремененный пасешь стада и ешь рожки, ведь ты наемный. А вспомни годы те, что жил в отцовском доме, невольно катится слеза, как вспомнишь. Вернись домой, уж близко к ночи. Вернись домой, вернись домой, вернись до ночи. Вернись домой, тебя там ждут и не забыли. Вернись, вернись, вернись домой, сын мой.
к отцу, а может вспомнит. Паду к ногам, буду просить, а может примут. Хотя бы быть в числе прислуг, но рядом с домом. Пойду домой, вернусь к отцу родному. Вернись домой, уж близко к ночи. Вернись домой, вернись домой, вернись до ночи. Вернись домой, тебя там ждут и не забыли. Вернись, вернись, вернись домой, сын мой. Мой сын пришел, пусть знают все, он не заблудший. Пропавший он, нашелся он самый лучший. Мой дом его и все мое, его пусть будет. И горе жизни пусть он все забудет. Вернись домой, уж близко к ночи. Вернись домой, вернись домой, вернись до ночи. Вернись домой, тебя там ждут и не забыли. Вернись, вернись, вернись домой, сын мой. Вернись домой, уж близко к ночи. Вернись домой, вернись домой, вернись до ночи. Вернись домой, тебя там ждут и не забыли. Вернись, вернись, вернись домой, сын мой. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас. Праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог.